Салям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе будем обсуждать самые актуальные новости, которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. Я рада представить гостю нашей студии, народная депутатка фракции «Слуга народа» Роксолана Педласа. Витаю вас. Доброго дня. Добрый день. Вы впервые на Первом крымстарском телеканале, да? Ну что ж, рада вас приветствовать. Ну, наверное, вот хочу вам задать вопрос как рядовому украинцу, не просто как народному депутату, раз вы на крымско-татарском телеканале впервые. Что вы знаете о крымских татар? Ну, вы знаете, в последнее время мне нравится, что мы намного больше стали говорить о крымских татарах и о культуре крымско-татарской, потому что я вообще из Черкас, и когда мы учились в школе, не так это давно было, ну, то есть там 10-15 лет назад, мы не говорили ни на уроках истории, ни на уроках географии о крымских татарах, а сейчас эта тема намного более актуализирована в обществе, и это круто, я считаю, потому что раньше нужно было поехать непосредственно в Крым, чтобы узнать о том, что у нас один из коренных народов фактически, то есть ну, основной коренной народ, кроме украинцев, это крымские татары. Ну, у нас есть три коренных народа: крымские татары, караимы и копчаки. Да. Я боялась ошибиться на самом деле. И вот основной вопрос, да, который сегодня волнует крымско-татарский народ, наверное, вам это известно, и вообще этот вопрос звучит на протяжении 30 лет с момента провозглашения независимости Украины. Это внесение изменений в Конституцию Украины в 10-й раздел о создании крымско-татарской национально-территориальной автономии. Вы, наверное, слышали эти дискуссии, да, и вы знаете, что недавно, 18 мая, президент Владимир Зеленский встречался с представителями крымско-татарского народа, где поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами, с проблемными вопросами крымских татар, в том числе внесение изменений в Конституцию. Что вы думаете по поводу этих изменений? Ну, вы знаете, у нас нет позиции фракции пока что «Слуга народа» по поводу этого вопроса, но чисто на персональном каком-то уровне, как гражданин и как народный депутат, я, конечно, поддерживаю. Мне кажется, это будет в целом удачный даже с точки зрения внешней политики ход. Почему? Потому что мы как государство говорим, что Крым, еще раз говорим, в который раз уже, что Крым украинский, мы видим будущее Украины вместе с Крымом, мы видим Крым как дом крымско-татарского народа, поэтому это правильно. Ну и коллеги наши по парламенту, Ахтем Чийгоз из других фракций и Рустем Умеров, они на самом деле очень убедительны, когда они рассказывают о том, почему это нужно. Мы не один раз дискутировали об этом, и ну, в целом на данном этапе я поддерживаю. Вас убедили? В целом, да. Ну, потому что не то чтобы убедили, я не была никогда против, но, опять же, не всем депутатам сейчас понятно, почему это нужно. И хорошо, что есть представители крымско-татарского народа среди депутатов, и они могут доносить эту позицию, могут дискутировать в комитетах об этом и убеждать. Ну, считаете ли вы лично важным внесение изменений в Конституцию, и почему? Я думаю, что да, это важно. Но это сложно с процедурной точки зрения. Вы знаете, что для того, чтобы внести изменения в Конституцию, нужно набрать 300 голосов народных депутатов. То есть, если мы точно знаем, что там большая часть «Слуги народа» будет за это, или какая-то часть будет голосовать, там будет поддерживать европейская солидарность, будет «Голос», скорее всего, поддерживать, то я бы не была так уверена, что, например, «Батькивщина» или ОПЗЖ поддержит. Ну, у нас есть большинство в парламенте, да? Но это не 300 голосов. Но это не 300, но есть европейская солидарность, которую вы отметили, в которой есть представители крымско-татарского народа, есть «Голос», в котором также есть представители крымско-татарского народа. Было бы желание. Тут важно, больше, наверное, важно ваш голос, голос «Слуги народа». Это правда.
Но я вам сразу честно скажу, что для того это нужно обсуждать на фракции. Было бы здорово, если бы коллеги пришли к нам на фракцию и актуализировали необходимость этого вопроса, потому что он, честно говоря, не в фокусе, потому что каждый там занимается своими какими-то профильными вопросами, там экономика, транспорт и так далее. И вот вопросом автономии, хотя это, скорее всего, правовой комитет, потому что изменения в Конституцию, но по сути этот вопрос не в фокусе большинства депутатов. Это, откровенно вам говорю об этом. Ну, вот крымские татары хотят, и мы об этом знаем, да, чтобы в Верховную Раду Украины, в парламент, законопроект о внесении изменений в Конституцию внес сам президент Владимир Зеленский. В случае, если президент Зеленский внесет этот законопроект в Раду, будете ли вы голосовать? За изменения в Конституцию, Да, конечно. да. Я думаю, что если президент внесет, то большинство, то есть там 95% депутатов от «Слуги народа» поддержат. Мгм. Я не вижу, почему кто-то может быть против. У нас, вопреки каким-то расхожим мнениям, нету в «Слуге народа» пророссийских депутатов. То есть у нас есть люди, которые, может быть, несколько не так поддерживают, то есть, как это дипломатично сказать, у нас точно есть депутаты. Говорите как есть. Да, у нас точно есть депутаты, которые не так патриотично настроены, как другие, но они точно не являются сторонниками какого-то российского нарратива, то, что называется, и точно не поддерживают Россию, и поэтому не будут выступать, скорее, против инициатив, которые укрепляют Украину, в том числе на международной арене. Мгм. Давайте поговорим с вами тогда еще про Крым. Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает ответа на вопрос, когда отношения Украины и России вернутся к довоенным. Без возврата Крыма общение между будущими поколениями Украины и России будет невозможным, заявил президент Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде». Давайте послушаем его цитату. Соромно буде російському народу через кілька років за те, що сталося. Без повернення Криму не буде єднання, можливості нормально і відверто дружно спілкуватися українському і російському народу в майбутньому поколінні. Це неможливо. Ми сусіди. Ми живемо в цій квартирі, і ніхто переселятися не збирається. Ну а как вы для себя видите деоккупацию Крыма? Стратегию по деоккупации Крыма? Вы знаете, это сложный вопрос. Тут на самом деле обсуждают разные варианты, и вы знаете об этом. Это либо военная деоккупация, то есть фактически полномасштабная война и на крымском направлении тоже, либо это какой-то дипломатический путь путем санкций, которые в том числе Европейский Союз на Россию наложил из-за аннексии Крыма. Но, как мы видим, это, знаете, это эффективный инструмент, но это очень медленный инструмент, потому что санкции, они как по капельке точат камень, но говорить о том, что они в ближайшие 2 или 3 года разрушат российский режим, наверное, не приходится. Это с одной стороны. С другой стороны, говорить о том, что если там Путин, например, уйдет, и при следующем президенте у нас изменятся отношения, изменится политика России в отношении Крыма, я бы не была так уверена на самом деле, что она изменится. Поэтому однозначного ответа тут нет и, наверное, не может быть. Поэтому президент Зеленский использует тактику, на самом деле, путем проб и ошибок, как и на Донбассе, так и в Крыму. Например, какие ошибки? Ну, окей, ошибки, это, возможно, я немножко погорячилась, но когда мы говорим про то, что он пытается по одному шажочку продвигаться и в минских переговорах, и в том числе каким-то образом интегрировать вопрос Крыма тоже в Минске, в историю, ну, не в Минских соглашений, но как минимум
поднимать этот вопрос за столом переговоров, в том числе, когда он на нормандском формате с Францией и с Германией говорит. Но на нормандском формате о Крыме речь не шла. Не на шла, переговорах. это правда, но вопрос... И в Минских соглашениях И в Минских точно нету, но это, кстати, тоже дискуссионный вопрос. Нужно ли объединять в один такой, в минский формат и в нормандский формат и Донбасс, и Крым? У меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, у вас есть. Разделяете ли вы все-таки вот мнение президента, мы услышали сейчас цитату, о том, что Крым вернется в течение нескольких лет и что причиной тому станет стыд российского народа за аннексию? Я думаю, нет. Это точно не случится в течение там короткосрочного или среднесрочного периода, там 3, 4, 5 лет. Но если говорить про десятилетия, то, скорее всего, да. Может, все-таки речь идет о изменении каких-то внутриполитических ситуаций в Российской Федерации, о каких-то волнениях, в результате чего падет вот этот путинский режим? Возможно. Это то, о чем я сказала изначально. Нет гарантии, что изменение президента или какой-то политической верхушки приведет к тому, что Крым вернется в Украину. Хотя, конечно, мне бы, как украинке, хотелось бы этого очень сильно. Опять же, я не верю, честно говоря, в либерализацию внешней политики в России. Я не верю, что там к власти придут демократы или либералы. К сожалению, за вот эти вот годы путинского режима эти люди очень сильно привыкли к такой патриархальной стране, к царю-батюшке, который решает все их проблемы, ну, худо-бедно, ничего, ну, то есть мы видим, как люди там живут, но при этом они к этому привыкли, что и вот к имперскому нарративу, который так близок к российскому человеку. Мы видим похожие истории, но не с имперскими нарративами, но с приверженностью к патриархальной политике и патриархальному стилю управления в Украине тоже. То есть у нас тоже часто украинцы ждут людей, которые придут, стукнут кулаком по столу, и все изменится к лучшему. То есть мы почему-то не верим в эволюционность процессов и в демократию в таком смысле, как в нее верят на Западе там, или в Европе. Но вот, мне кажется, у россиян та же проблема, только в 10 раз более усугубленная. Вот если говорить о Крыме, вы знаете, недавно был в Германии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он встречался со своим немецким коллегой Хайко Маасом, и они говорили о Крыме. Да. И Дмитрий Кулеба говорил о том, что Украина хочет начать обсуждать с западными партнерами вопрос создания какой-то международной платформы по неизбежной деоккупации Крыма. Если мы говорим о создании и выработке какой-то дорожной карты по Крыму, в любом случае в таком формате должна присутствовать Российская Федерация. Но, как Зеленский говорил, что Путин нисколько не хочет обсуждать Крым. Как вы считаете, можно ли каким-то образом привлечь Путина или заставить Путина сесть за стол переговоров по Крыму? Я считаю, что только путем санкций и ужесточения санкций по отношению к, во-первых, к элите, во-вторых, к бизнес-кругам. Потому что, как мы сейчас видим, санкции есть, но они не дают быстрого эффекта, то, о чем мы уже говорили. Если мы хотим, чтобы в каком-то обозримом будущем и обозримой перспективе эти переговоры по деоккупации начались, то санкции должны быть жестче. Давайте перейдем к вот такому информационному сообщению, по-моему, очень важному. Госсекретарь США Майк Помпео в среду 10 июня во время представления доклада Госдепартамента о свободе вероисповедания в разных странах мира за 2019 год призвал Российскую Федерацию освободить всех незаконно удерживаемых украинцев, а также подчеркнул, что она должна вернуть контроль над аннексированным полуостровом в Украине. Давайте послушаем.
Правительство США продолжает осуждать запугивание христианских и мусульманских религиозных групп русской оккупационной властью в Крыму и привлекать международное внимание к этим нарушениям. В посольстве США в Украине сообщили, что США и впредь будут поддерживать религиозную свободу в Крыму и заставят оккупационных властей вернуть конфискованное имущество и освободить заключенных, осужденных по своим религиозным или политическим убеждениям. С 2015 года Россия незаконно призвала на службу в свои вооруженные силы тысячи мужчин в Крыму, а тех, кто отказывался это делать, привлекла к уголовной ответственности. Россия должна прекратить притеснение тех, кто сопротивляется ее оккупации, освободить всех незаконно заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым – это Украина. Вы помните, после встречи 4 лидеров в нормандском формате было решено об обмене всех на всех. Ну, почему-то обмена нет. Почему, как вы думаете? Там должно было произойти 3 этапа. Сначала обмен с так зваными ДНР и ЛНР, потом обмен, точнее, возвращение всех незаконно удерживаемых в Крыму, в том числе крымских татар и политических заключенных в Крыму, а потом тех, кого уже вывезли в Российскую Федерацию, успели вывести. Но очевидно, что Россия саботирует этот процесс, активно саботирует, потому что они пытаются нам навязать вот эту вот нарратив, историю, реальность, их реальность, в которой у нас якобы гражданская война, и мы должны вести переговоры с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. Поэтому, собственно, им выгодно было остановить процесс обмена на этапе обмена с ДНР и ЛНР. Хотя это, конечно же, абсолютно не то, о чем президент договаривался с Меркель и с Олландом, и в том числе с Путиным, с Макроном, простите. Но если это касается Донбасса, а относительно временно оккупированного Крыма, почему нет никаких движений? Потому что они по-прежнему, Российская Федерация делает, она саботирует этот процесс, потому что они говорят, что они никого незаконно не удерживают, у них же вот этот якобы суд выносит какие-то приговоры. Но до этого же мы видели обмен 7 сентября, когда мы обменяли 24 военнопленных и других политических заключенных из Крыма. И один из них был Эдем Бекиров, крымский татарин. Это правда, но я считаю, что Российская Федерация делает все возможное для того, чтобы вопрос Крыма не поднимался и как можно меньше приносился за стол переговоров и как можно меньше фигурировал вообще в каких-то политических процессах. Мое мнение, что им очень удобно просто, чтобы все забыли о Крыме, в том числе на политической арене, и все смирились с тем, что Крым — это часть Российской Федерации, как им хотелось бы, и так это и оставалось. Никто ни вот таких заявлений, как Майк Помпео, никто не делал. Но, может, все-таки Россия выставляет какие-то требования, на которые не может пойти Украина? Вы помните, вот мы сейчас с вами упомянули обмен 7 сентября, который состоялся. Тогда же 24 военнопленных, это что же была такая некая уловка Кремля, когда по решению Международного суда Организации Объединенных Наций их должны были освободить, но мы их обменяли. И плюс мы еще отдали Российской Федерации важного свидетельства с катастрофы MH17 Цемаха. Это правда. Но вы знаете, я хочу все-таки отметить, когда мы говорили о том, что когда мы возвращали украинских моряков, президент Зеленский говорил о том, что да, действительно, Российская Федерация вроде бы как, точнее не вроде бы, как точно должна их отдать по решению Международного морского трибунала. Но абсолютно в случае с Российской Федерацией, которая постоянно нарушает международное право, не было и нету никаких гарантий, что они выполнили бы это решение трибунала, поэтому президент пошел на этот шаг, что мы забирали моряков в рамках обмена. Я по-человечески считаю, что это правильное решение, потому что... А с политической точки зрения? С политической точки зрения, знаете,
мы не обладаем всей полнотой информации. Даже я, как народный депутат, мне доступно, возможно, там 10% информации о международных отношениях Украины, и в том числе отношениях с Россией, которые доступны президенту. Поэтому я тут склонна доверять его решениям, потому что я все-таки верю, что он в плане международной политики, в вопросах международной политики абсолютно на стороне и Украины, и Крыма. Ну и последнее, что я хотела спросить у вас об обмене. Что вы в целом думаете именно о понятии обмен? Да? Когда наверняка же речь должна идти именно об освобождении наших граждан, которые незаконно удерживаются в застенках Кремля, в то время как мы, допустим, отдаем Российской Федерации реальных преступников, реальных виноватых людей и обмениваем их на совершенно ни в чем не виновных людей, просто которых посадили в тюрьму за их гражданскую позицию, за то, что они люди, которые поддерживают Украину, считают себя гражданами Украины, сопротивляются на территории временно оккупированного Крыма. И не только. Ведь есть такой фактор, когда сегодня, допустим, мы обменяли наших пленных, да, на других, но ведь территории, которые оккупировала Российская Федерация, они под РФ, и там проживают наши граждане, и Россия сегодня отпустила 100, а завтра может задержать еще 1000. Это правда, это на самом деле аргумент, с которым сложно спорить, но когда речь идет о человеческих жизнях, то я думаю, что нужно использовать все возможности для того, чтобы их забрать. Ну, потому что мы прекрасно знаем о том, что они проходят в российской тюрьме, какие пытки и допросы ФСБ. Я бы не хотела, чтобы наши граждане и минуту проводили в этих застенках, поэтому я в этом плане поддерживаю президента. Но вы правы действительно, что Россия может это использовать как элемент давления, шантажа и брать в заложники украинских граждан в Крыму сколько угодно и сколько им нужно будет. Но вот кроме того, что вот вы доверяете Зеленскому в этом вопросе, вот ваше видение все-таки, как это должно происходить, как можно освободить? Ну, в идеале, конечно, Россия должна была бы освобождать пленных наших и заключенных политических просто так, по международному праву. В идеале она вообще не должна была их под арест брать по каким-то политическим... В идеале она не должна была вторгаться в Украину. Но, понимаете, мы работаем здесь и пытаемся как-то вести какие-то переговоры со страной и с людьми, которые не играют по правилам. Они абсолютно наплевательски относятся к международному праву и каким-то договоренностям. Поэтому это очень сложная материя и очень тонкий лед. Я считаю, что если мы можем выполнить условия, которые они выдвигают, то мы их выполняем. С Цемахом на самом деле была история не настолько катастрофичная, как кажется. То есть перед тем, как его отпустить, его допросили полностью, в том числе голландские исследователи, которые занимаются этим делом в Нидерландах, которые расследуют дело сбитого Боинга. Они были абсолютно все получили, что могли и что им было нужно от него. Все свидетельства они записали. Но он там просто в этом деле проходил не просто как свидетель, а как подозреваемый. Конечно. То ли дело увидеть пленки с допросом, а то ли дело привлечь его, привести в суд и привлечь к ответственности. Ну, во-первых, пленки с допросом будут частью дела и будут использоваться в суде. И при этом всем мы должны все-таки понимать еще, что Голландия сейчас тоже на нашей стороне играет, когда используют свое влияние, в том числе в Европейском Союзе, для того, чтобы давить на Россию и чтобы она выдала Цемаха. Потому что Голландия тогда осудила Украину за это действие, вы помните. Прокуроры из Голландии выступали тогда. Голландские прокуроры на самом деле это
И у них своя правда в этой истории. Но, конечно, им было намного удобнее, когда Украина — партнерская страна, которая готова была в любой момент передать Цемаха Амстердаму официальному для того, чтобы для вынесения приговора это было удобно. Но и им фактически ничего не нужно было делать для того, чтобы получить его, когда они бы довели дело до конца. Сейчас им нужно прикладывать усилия для этого. И это с точки зрения внешнеполитической очень непростая задача. Вот они попробуют сейчас побыть немножко в шкуре переговорщиков Украины, которые пытаются кого-то добыть из Российской Федерации, если Российская Федерация не хочет отдавать этого человека. И, возможно, кстати, это тоже добавит немного поддержки с их стороны в наших усилиях. Давайте перейдем к следующей не менее важной теме. Мне очень хотелось бы услышать вашу позицию относительно этой темы. На Херсонщине от руководства страны требуют сделать официальные заявления, отрицая возможность любого водоснабжения Северокрымским каналом воды в оккупированный Крым. Соответствующее открытое обращение к президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и премьер-министру обнародовали представители общественных организаций 9 июня на пресс-конференции в кризисном медиа-центре Херсона. Давайте послушаем цитату. Мы, представители гражданского общества Херсонщины, с нарастающим беспокойством наблюдаем за активностью государственной власти и приближенных к ней политиков и консультантов в вопросе возобновления поставок в оккупированной Российской Федерацией Крымский полуостров Днепровской воды Северокрымским каналом. Мы категорически протестуем против возобновления водоснабжения и даже против начала дискуссии на эту тему. Водоснабжение и электроснабжение может быть восстановлено только после деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины. Стоило бы Раде, как вы думаете, Верховной Раде осудить призывы к возобновлению водоснабжения Крыма? Я думаю, что это не помешало бы. Сегодня или вчера премьер-министр сказал о том, что никакие переговоры или подготовка, или вообще никакая работа над возобновлением водоснабжения в Крым не ведется. И это хорошо, что это сейчас такой статус этого вопроса, потому что большинство депутатов фракции «Слуга народа» все-таки выступают против. Вы знаете, у нас есть против возобновления водоснабжения. Вы знаете, у нас есть Елизавета Богуцкая, которая... Крымская? Да, она же, вы не знаете, она с Крыма. Именно про это я хотела. Я думала, это какой-то псевдоним был в Крыму. Нет, что она с Крыма. Да. Она выступает активным... Многие люди ориентируются на ее мнение во фракции, потому что она выступает активным критиком этой идеи восстановления водоснабжения, в частности, и потому что мы понимаем, что Россия должна нести ответственность за то, что происходит в Крыму, и за то, что происходит под ее оккупацией. Насколько мы понимаем, насколько мы слышим сводки Кабмина о том, что питьевой воды для местного населения хватает, на самом деле не хватает воды для, будем откровенны, армии Российской Федерации и для военных баз, которые находятся на территории Крыма. И у нас нет никакого желания снабжать российских военных водой. Тем более, речь даже не идет про какие-то условия, но не про деньги, не про условия, не про какие-то возможные варианты. Это просто в данной ситуации невозможно. Что касается сельского хозяйства, насколько я понимаю, там тоже есть проблемы с водой и для промышленности, и для сельского хозяйства. Это сложнее, более сложный вопрос. Конечно, не хотелось бы, чтобы промышленность Крыма уничтожалась, потому что это напрямую влияет на благосостояние людей, которые там живут, но в тот же момент это тоже ответственность оккупационной администрации. Это их задача позаботиться о том, откуда там будет браться вода для орошения каналов или для промышленных предприятий. Но вы лично, как народный депутат, против? Против, 100%.
Но, тем не менее, вы, наверное, знаете, 3 июня на заседании комитета рассматривался вопрос о внесении в зал голосования постановления с осуждением призывов разблокировать подачу воды в оккупированный Крым. Но, однако, комитет не рекомендовал выносить этот вопрос на порядок денной сессии. Почему, как вы думаете? Вы знаете, я не очень знакома с тем, что произошло на комитете. Я так подозреваю, что какие-то фракции бы активно противодействовали этому и не проголосовали на комитете. Но если бы вынесли, вы бы проголосовали. Конечно, абсолютно. Давайте поговорим еще немного о Донбассе. Представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями оккупационных администраций и фактически вышел из Минского процесса. Давайте его послушаем. Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктом 11-12 комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, проживающих сейчас на территории Украины. Киев решил вести переговоры с людьми, которые сами назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины с Минского процесса. Мы видим, что киевская власть продолжает курс на обострение ситуации на Донбассе. Украина преднамеренно срывает процесс обмена удерживаемых лиц, отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных раньше. Георгій Тука, екс-заступник голови Мінтод, з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну, вот вы сейчас слышали заявление... Да, слышите? Да. Вот только что вы слышали заявление представителя Российской Федерации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова. Что вы думаете по поводу вот этого заявления? И правильно ли я понимаю, что сейчас Россия вот создает специально такие условия, чтобы мы садили за стол переговоров с террористами? И вот такая сейчас позиция, да, спустя 3 дня после того, как Украина привлекла в трехстороннюю контактную группу журналистов, вынужденных переселенцев из Донбасса. Чего ждали так долго? С вашего позволения, на 30 секунд хотел бы вернуться к тому вопросу, который вы перед этим обсуждали. В частности, речь шла о голосовании, предложение вынести в зал Верховного Совета постановление с заявлением о недопустимости вообще обсуждения вопроса о подаче воды в Крым. У меня на моем YouTube-канале я сделал специальный выпуск, посвященный именно этому процессу голосования. И я хочу, чтобы зрители знали, кто голосовал за, кто голосовал против. За такое решение проголосовали 3 представителей народа крымских татар и 1 представитель, на удивление, 1 представитель Донецкой области из Европейской солидарности. Что касается тех, кто голосовал против, это 3 богатыря ОПЗЖ, Медведчук, Бойко, Рабинович, 2 негодяя из «Слуг народов», а остальные 6 человек, которые принимали участие в заседании, они стыдливо утримались. Все эти 6 мерзавцев — это тоже представители «Слуга народа». Я, может быть, кого-то оскорбил, но, извините, других терминов в отношении этих негодяев у меня просто нет. Что касается вопроса, который вы задали по позиции Грызлова. Во-первых, я не буду скрывать, я изначально всегда был противником подобных телодвижений по целому ряду причин. И тут речь не в том, кто конкретно садится сейчас за стол переговоров. У меня к тем людям, которые садятся, у меня никаких претензий нет. Но обсуждать конкретную кандидатуру — это все равно, что устраивать дискуссию на тему, что лучше, BMW или Mercedes, с человеком, который вообще предпочитает передвигаться на велосипеде. Поэтому эта дискуссия, она беспредметна. Все дело в том, что такой конфигурацией, с моей точки зрения, нас представители Зеленского, в частности, эта инициатива, очередная инициатива Ермака, ни для кого это не секрет, нас загоняют, к моему глубокому сожалению, с моей точки зрения, в цугцванг. С стратегической точки зрения это продолжение несостоявшейся
идеи про создание консультационного совета, которую отвергли и Париж, и Берлин. И Ермак действует по принципу российской пословицы «ты его в дверь, а он в окно». Не прошло так, давай попробуем иначе. Почему я говорю о том, что нас загоняют в цугцванг? Когда была речь о создании вот этого консультационного совета, я рассматривал, опять-таки, на своем YouTube-канале два возможных сценария. Сценарий первый, я специально брал диаметрально противоположные позиции для того, чтобы ярче иллюстрация была. Сценарий первый. Со стороны Украины за стол переговоров садятся Сивоха и Менендес. Таким образом, естественно, в эфир будут выходить и поддаваться абсолютно прокремлевские, промосковские, пророссийские тезисы о нейтральном статусе, о неприятии вхождения Украины в НАТО. Вот все вот эти двуязычия, все эти, они бы подавались как вот услышьте голос народа Донбасса. В том случае, который мы наблюдаем сейчас, когда все-таки в группу вошли такие люди. Я в своем анализе давал похожую конфигурацию, почти угадал. Я давал конфигурацию Казанский и Луганский. Ну, получилось Казанский, условно говоря, Гармаш. Когда люди с явно проукраинской позицией выступают. Понятное дело, что никаких практически точек соприкосновения между представителями вот этой когорты Донбасса проукраинской и теми мерзавцами, которые сидят с противоположной стороны, никаких точек соприкосновения нету и быть не может. Ни о вопросах внесения изменений в Конституцию, ни о какой-либо сразу между двумя вот этими сторонами уже запрограммирован конфликт. И вот этот вот конфликт на внешне, ведь сама по себе эта конфигурация, то ли консультационный совет, то ли вот это вот диалог между представителями, скажем это так, да, ведь несет исключительно информационную нагрузку. Ни в первом, ни во втором случае эти люди не наделены какими-либо полномочиями решать те или иные конкретные задачи. Их фактически функция — это выдавать информационные месседжи на внешний мир. Так вот, во втором случае, когда будет реальный конфликт, пока не столько были такие словесные перепалки, а вот когда дойдет дело до обсуждения конкретных вопросов и проявится конкретное неприятие этих позиций одной стороны и другой, то будет подан тезис Москвы, опять-таки, будет подан тезис о том, что вот вы видите, украинцы между собой не могут договориться, а мы же вам говорили, что это внутренний конфликт, что это гражданский конфликт, что это гражданская война, а, естественно, Россия, она как и ОБСЕ, арбитр, модератор вот этого вот диалога. Дякую. Спасибо. Георгій Тукаєв, заступник голови Амінтот, був з нами на прямому зв'язку. Какая позиция Украины должна быть на трехсторонней контактной группе? И как вы думаете, привлечение в ТКГ журналистов, вынужденных переселенцев из Донбасса, выведет ли как-то Минские соглашения из той стагнации, в которой они находятся? Ну, вы знаете, я считаю, что Минские соглашения стагнируют, потому что Российская Федерация не хочет разрешать этот конфликт и не хочет прекращать войну. Это, мне кажется, нужно открыто признавать, открыто говорить, в том числе на международной арене, что Российская Федерация хочет поддерживать вот этот вот полузамороженный конфликт, который в любой момент можно разморозить и, собственно, начать полномасштабную войну или наступление по каким-то направлениям. А зачем тогда нам Минск, если Россия не выполняет даже первый пункт прекращения огня? Да? Украина настаивает на прекращении огня, на выходе России из востока Украины, на установлении украинского контроля над Украино-российской границей, только потом проведение демократических выборов под наблюдением международных каких-то организаций, да, на Донбассе. Но если даже первый пункт не выполняется, зачем нам Минск? Ну, я тут могу только цитировать позицию президента, который принимает
практически единоличное решение по этому вопросу. Он считает, что мы должны, и он лично должен продемонстрировать международным партнерам, что Украина полностью выполняет свою часть Минских соглашений, и пока они не исчерпают себя, мы будем пытаться решить это в нормандском формате, в формате Минских соглашений. То есть наша задача — это показать, что Россия постоянно их саботирует и срывает, в то время как Украина является надежным партнером, который выполняет все задачи, все договоренности. То есть правильно ли я понимаю, Минск практически нужен не для его выполнения, а для того, чтобы показать нашим западным партнерам, что они не выполняются, и чтобы ужесточать санкции? С одной стороны, да, с другой стороны, мы также говорим о том, что Минские соглашения нужно пересматривать, потому что вот эта формула, которая была заложена при их подписании, что сначала мы проводим выборы в то время, одновременно с или до сначала выбора, а потом восстановление контроля. Формула Штайнмайера, да? Ну, там, по сути, не написано про формулу Штайнмайера, но там написано, что сначала проходят выборы, и только потом, когда проведены выборы и признаны они ОБСЕ, то мы восстанавливаем контроль над границей. Но это же вообще противоречит здравому смыслу. Это все в Украине, в том числе президент, понимают. Поэтому он говорит о том, что должно быть наоборот. Сначала мы восстанавливаем контроль за всей границей, за 400 километров границы с Российской Федерацией, и только потом проводим выборы по украинскому законодательству. Потому что фактически по действующему украинскому законодательству мы не можем проводить выборы на территории, где находятся какие-то вооруженные формирования, то ли это российские регулярные части, то ли это какие-то наемники, то ли это местные какие-то вооруженные банды. При этом они все будут очевидно препятствовать нормальной работе территориальных избиркомов, они будут препятствовать Центральной избирательной комиссии, кандидатам, которые захотят принять участие в выборах. Поэтому проведение выборов местных в такой ситуации абсолютно невозможно. И для этого нам нужно вносить изменения в Минские соглашения. И, кстати, после встречи в нормандском формате Меркель говорила о том, что Минские соглашения являются гибким документом, и они готовы на изменения. Она не сказала, что они готовы, она сказала, что Минские соглашения — это гибкий документ, что мы можем трактовать сейчас как готовность к их и пересмотру, изменению. Другой вопрос в том, что Российская Федерация будет, опять же, блокировать этот процесс и фактически вставлять палки в колеса на любым конструктивным предложением и любым предложениям, которые могут привести к результату какому-то. Ну, раз мы заговорили про санкции, давайте продолжим эту тему. Республиканцы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки выступили с предложением ввести беспрецедентную санкции против России, Китая и Ирана. Об этом говорится в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», опубликованном влиятельным партийным комитетом, в который входит около 150 конгрессменов. Среди прочего, предлагается способствовать отключению России от международной системы SWIFT. Давайте послушаем. Санкции фактически отрезали бы российский бизнес от мировой финансовой системы, поскольку большинство международных платежей протекает через SWIFT. Это также усложнит российским нефтяным компаниям обработку своих американских выплат за нефть. Оперативная группа рекомендует разработать процесс, предполагающий отмену санкций лишь в случае, если госсекретарь может подтвердить, что Россия выполняет Минские соглашения, прекращен огонь на востоке Украины, выведены российские войска и восстановлен полный контроль Украины над своими границами. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну вот только что вы услышали цитату, да, и вот республиканцы Палаты представителей Конгресса США требуют введения вот подобных жестких санкций в отношении Российской Федерации. Реально ли отключить Россию от SWIFT? Как вы думаете, готовы ли на это пойти США? Да, это вполне реально. Более того, этот вопрос рассматривался очень детально
в 2014-2015 годах за действия России по вторжению в Украину и особенно после уничтожения российским расчетом зенитно-ракетного комплекса «Бук» рейса MH17. И тогда бывший министр экономики России Улюкаев сказал, что если это будет введено, то есть отключение России от межбанковской международной системы расчетов SWIFT, то это будет эффект, подобный ядерной бомбе. Но этого не произошло в силу того, что взял вверх подход, связанный с тем, что, мол, где надо как-то с Россией сотрудничать, договариваться, много международных проблем. Вот смотрите, Сирия чего стоит, поэтому на радикальные шаги идти не стоит. Поэтому не случайно, что все это снова реанимировано, потому что последние события, как я имею в виду последних 1-2 лет, так и буквально последних недель, ярко показали американским законодателям, что Россия занимается подрывной деятельностью не только по отношению к своим европейским соседям, по отношению к Европейскому Союзу, но и в самих Соединенных Штатах. И американцы, как никто, это поняли раньше, но была определенная позиция Трампа, которая как-то, наверное, сдерживала поворот или возврат к жестким санкциям. Тем не менее, мы видим, что это происходит. Конечно, доклад не означает появление санкций там через неделю или месяц, но такие доклады просто так не готовятся. Ну вот я вот это и хотела спросить. Вот подобный доклад вот с жесткими вот такими санкциями против России, это какое-то, возможно, политическое предупреждение, вот раз такое появилось в информационном пространстве? Да, это можно так расценивать как предупреждение. И я думаю, что это уже такой как бы четкий, даже не намек, а четкий месседж Кремлю, что они, к примеру, должны признать и взять на себя всю ответственность за уничтожение рейса MH17. Как это мы видим сейчас, активизация судебного процесса в Нидерландах по этому вопросу. Но как бы этим не исчерпывается американский подход. Не зря там в этом 120-страничном докладе содержится 130 в общей сложности разного рода, разного уровня предложений, в том числе связанных даже с реформой американских государственных органов под то, чтобы санкции против вот таких вот государств, как Россия, Иран и Китай, сделать более эффективными. То есть речь не идет о какой-то такой простой одноходовочке политической. Вот. То есть речь идет как бы о изменении системного подхода. Дякую. И это очень важно. Дякую вам. Спасибо большое. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на прямому зв'язку. Ну вот смотрите, в документе этих жестких санкций также фигурирует Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. Ну и, конечно же, отключение Российской Федерации от системы SWIFT. Пойдет ли на это США? И насколько это сильно ударит по экономике России? Скорее всего, сильно, но, конечно, не так сильно, как отказ от покупки российского газа. Но это, можно сказать, голубые мечты, потому что огромное количество стран, в том числе в Европейском Союзе, сейчас от него зависят. Поэтому это точно нереалистичный сценарий. Отключение от SWIFT-системы на самом деле замедляет экономику, потому что тогда в том числе связи с внешним миром для Российской Федерации, их экспортные операции, и они фактически возвращаются в начало 20 века по уровню технологий. Поэтому, конечно, это ударит по ним, и они будут вынуждены разрабатывать какие-то свои новые технологические решения, и зная их способность, собственно, к технологическим решениям и инновациям, есть основания полагать, что это займет у них некоторое время, но будет ли это достаточно для того, чтобы прекратить оккупацию Крыма
Я не уверена, я не готова подписаться сейчас, что вот, знаете, есть прямая корреляция, мы отключаем Россию от SWIFT, и они говорят, окей, мы тогда прекращаем наши преступные действия на Донбассе и в Крыму. Не думаю. Скорее это приведет к большей озлобленности России и российских граждан на мир, на Запад, потому что там же культивируется эта история про то, что это империалисты западные стараются уничтожить великую державу, которая плод там православного мира и так далее. Это все прекрасно знают. Я думаю, что ваши зрители в Крыму тоже это видят по российским телеканалам. Поэтому будет ли эффектное разрушение режима, тоже вопрос. Скорее всего, нет. Спасибо большое. Роксолана Підласа, народная депутатка Украины, фракция «Слуга народа», была гостем нашей студии. Благодарю. Но мы не прощаемся. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Заман». Куршкень.